Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о жестоком убийстве в Мамадыше 90-летней женщины и ветерана труда. Мужчина нанес ей множественные удары камнем, а затем ударил ее ножом в шею. Кто и зачем убил беззащитную пенсионерку? Покажем пожар на Голубятниково, в котором пострадал один человек. И как женщина получила ожог 50% тела, спасая из огня своего сына. А также массовая авария в Казани. Спереди RAV4 какая-то машина тормознула. Мы увидели, что Kia тормаживается, и мы начали сами тормозить, ушли аж в бордюр. 7 автомобилей столкнулись по одной и той же причине. Это и не только прямо сейчас. В Мамадыше раскрыли жестокое убийство 90-летней пенсионерки. Она жила одна. Убийца ворвался к ней в дом ночью, разбив кирпичом окно. Этим же самым кирпичом бил по голове беззащитную пенсионерку, когда она проснулась. Целью преступления была нажива. Из дома были похищены около 200 тысяч рублей. Заподозрили в жестоком убийстве 61-летнего 9 раз судимого рецидивиста. Айрат Назипов расскажет подробности. На раскрытие этого жестокого преступления были брошены большие силы. Следователи-криминалисты по крупицам восстанавливали картину произошедшего. Опросили десятки свидетелей, использовали специальный свет и задействовали квадрокоптер. Это дало плоды. Подозреваемого задержали спустя 3 дня. Мужчина увидел отдельно стоящий дом, в котором проживала пенсионерка, после чего дождался, когда она уснет, разбил камнем окно и проник внутрь. В этот момент женщина проснулась, стала кричать, звать на помощь и пыталась покинуть дом. Однако мужчина нанес ей множественные удары камнем, а затем ударил ее ножом в шею. В результате пенсионерка скончалась на месте. После убийства предполагаемый злоумышленник обокрал дом ветерана труда. Он достал из сундука убитой женщины около 200 тысяч рублей и сразу же сбежал с места преступления. Правда, скрывался недолго. После задержания 61-летний вероятный преступник во всем сознался. Оказалось, что к уголовной ответственности он привлекался 9 раз, а на свободу вышел только за пару недель до этого убийства. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на аресте. Айрат Назипов, Наиля Абдулин, Вызов 112. 37-летний мужчина зарезал своего собутыльника вечером на улице Кайбецкая в Казани. По данным следствия, оба выпивали на улице. После ссоры один из них ударил второго ножом в грудь. От полученных ранений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что он был бездомным. Следствие полагает, что убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Один человек пострадал в результате пожара в одном из домов на улице Голубятниково в Казани. Огонь вспыхнул поздно вечером в квартире на 1-м этаже. Дым стал подниматься наверх, заполняя квартиры соседей. Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно, кого-то вывели пожарные. Соседи сообщили огнеборцам, что в горящей квартире находятся люди. С подробностями Салават Мухаммадулин. Сообщение о возгорании в 30-м доме по улице Голубятниково поступило на номер вызова пожарной охраны 101 в половине 11 ночи. К прибытию на место пожарных расчетов однокомнатная квартира на 1-м этаже горела открытым пламенем. Весь подъезд заполнил густой дым. 15 человек вышли на улицу самостоятельно. Еще 3, надев на них маски, вывели на свежий воздух пожарные. Соседи сообщили, что в горящей квартире есть люди. С огнем пожарные справились быстро. Горела мебель и вещи в спальне. Хозяин квартиры самостоятельно выбраться на улицу не мог. Его спасли огнеборцы. Медики после осмотра мужчины решили его госпитализировать. Причину пожара теперь будут устанавливать пожарные дознаватели. Салават Мухаммадулин, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Ожоги 50% тела получила жительница Казани, спасая своего 9-летнего сына во время пожара на улице 4-я поперечно-дорожная. Двухэтажный дом, в котором жила семья, загорелся поздней ночью. Пламя моментально перекинулось на кровлю гаража, в результате чего площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Пожарным потребовалось чуть меньше 1,5 часов, чтобы полностью справиться с огнем. 44-летней хозяйке дома понадобилась госпитализация. Ее сын не пострадал. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Два случая браконьерства пресекли сотрудники транспортной полиции Татарстана. Одного из нарушителей поймали вблизи базы «Мирас» недалеко от Зеленодольска. 51-летний мужчина ловил рыбу незаконным путем. Для этого он использовал запретное орудие – экран. С его помощью он выловил 16 экземпляров налима. А в Елабужском районе правоохранители задержали двух мужчин, ловивших рыбу сетями. У них нашли 248 экземпляров рыб. Это стерлядь, жерех, лещ, язь, густера и сом. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. Изъяли порядка 14 килограммов наркотиков. В Татарстане завершилась ежегодная операция «МАК». В ходе нее в республике зарегистрировано 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также было уничтожено больше 21 килограмма мака и 7 килограммов конопли. Сразу 7 автомобилей столкнулись на проспекте Универсиады накануне вечером. Виной всему стала невнимательность за рулем и несоблюдение безопасной дистанции. Сперва там столкнулись 3 автомобиля, а затем к разбитым машинам присоединились еще 4. Причем по тем же самым причинам. Подробнее о случившемся Вероника Гайнудинова. Спереди RAV4 какая-то машина тормознула. И, соответственно, они тормознули. За рулем «Тойоты» была девушка. Как потом рассказывала другим участникам аварии, перед ней неожиданно выскочила машина. Не оставалось ничего другого, как притормозить. Сделать это успела, но тут же в нее сзади врезался БМВ. Водитель резкого снижения скорости впереди идущего автомобиля не ожидал. Дальше уже в БМВ врезается Kia. Причина в чем, по-вашему, здесь? В том, что там начали перестраиваться. Я не знаю, я не видел картину перед RAV4, потому что 2 машины было. Вот. А как мне объясняет водитель RAV4, просто начали как бы там все перестраиваться, вот. И она, затормозилась, такое. Пока водители выясняли, кто и почему стал притормаживать, и кто этого сделать не успел, прямо за цепочкой столкнувшихся машин вдруг в друга врезались еще 4 автомобиля. В стоящую последней Kia едва не влетел Hyundai, но водитель успел вовремя среагировать и остановиться. Но из-за резкого торможения в него сзади въехала Kia, в нее Chevrolet. Последним был Mercedes, водитель которого в последний момент вырулил вправо, но избежать столкновения все равно не смог, задев и Chevrolet, и Kia. Мы увидели, что Kia тормаживается, и мы начали сами тормозить, ушли аж вот в бордюр, и нас догнал Мерседес, и чтобы совсем нас не впечатать, он срулил и остановился чуть подальше. Судя по повреждениям некоторых автомобилей, скорость у них была немаленькая. Несмотря на это, люди в аварии не пострадали. Теперь автоинспекторам предстоит разобраться в причинах этих аварий и выявить виновников. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. А в Нижнекамске сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем «Шкода Рапид». На 81-м километре автодороги Чистополь-Нижнекамск автоинспекторы потребовали от водителя, явно превышающего скорость, остановиться. Но он проигнорировал их требования и нажал на педаль газа. Во время преследования он несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, но позже был пойман. Как выяснилось, 35-летний водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении данного правонарушителя было составлено 7 административных материалов. Большегруз и легковушка не смогли разъехаться на улице Тихорецкой. Удар пришелся в заднюю часть «Мерседеса». Там в это время сидели 2 детей. С подробностями Юлия Гоголева. А травму никто не получил? Все нормально? А у вас пассажиры были? Дети были? Дети в этой аварии не пострадали. Они сидели сзади, и чудом осколки разбитого стекла их не травмировали. Женщина за рулем иномарки ехала по улице Тихорецкая. Рассказывает, перед ней на дорогу выехал другой автомобиль, и она немного притормозила, чтобы избежать аварии. В этот момент в легковушку сзади въехал большегруз. Передо мной автомобиль разворачивался. Просто мост был закрыт, и все привыкли отсюда разворачиваться и продолжают по сей день, если честно, разворачиваться. И вот один автомобиль притормозил за мной, я притормозила, и вот въехал он за мной. От удара легковушку отбросило вперед на несколько метров. Водитель грузовика рассказал, что попросту не успел затормозить. Не заметили Мерседес, который перед вами был? Затормозил который? Просто остановился резко, все. А затормозить у вас не получилось вовремя? Может, вы отвлеклись на что-то? По всей видимости, виновным в этой аварии признают водителя грузовика. Он и сам не отрицает своей вины. Ущерб от аварии владельцу «Мерседеса» должна покрыть страховая компания. Юлия Гоголева, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.